yo'l bermaydi. Yo'l bersa o'sha Сообщения, поступающие из Узбекистана, все больше начинают напоминать времена нахождения у власти первого президента Узбекистана Ислама Каримова. Так, журналист узбекской службы BBC и брат Сафо сообщил, что его пригласили на беседу в УКД ОВД Чиланзарского района Ташкента. Он написал об этом на своей странице в Facebook. Прежде чем найти меня, сотрудник ОВД дважды побеспокоил мою 68-летнюю сестру-пенсионерку, которая работает учительницей, и велел ей приехать в Чиланзарский РУВД. Я сказал сестре не ходить. Я позвонил из Лондона, рассказал он. По словам журналиста, такое с ним происходит впервые за 20 лет работы журналистом BBC в Лондоне. Самое интересное, что я с 2017 года не проживаю в Чиланзаре. Моя прописка в посольстве Узбекистана в Лондоне, отметил он. Jurnalistikaning asosiy juda bir muhim tomoni bu jamiyatda bo'layotgan kamchiliklarni ochiq ko'rsata bilish. Представитель ОВД по имени Жасур отказался назвать свое полное имя и звание, говорит журналист. Сотрудник сослался на поручение некоего Центра мониторинга СМИ при администрации президента по поводу недавней публикации Сафо в Фейсбуке с негативной оценкой ситуации в Узбекистане. Сам факт того, что хаким одного из городов во время своего пребывания в должности осушил парк в центре города, построил Диснейленд для собственного обогащения, вызвал бы большой политический скандал в демократических странах. Полетело бы много голов. Однако Узбекистан, конечно, живет по другим критериям. Зачем нам углубляться, верно? Написал на своей странице журналист. Mirziyoyevning davri ham mana shu axlatga o'xshab qoldi. Mana bu islohoti. O'zini aytgan gapi bilan bir xil bo'lib qoldi. Buni men emas, Kunuz ham aytayapti, nomini tilga olmay Mirziyoyevni. Ko'plab jurnalistlar, blogerlar aytayapti. Журналист также рассказал, что сотрудник ОВД сослался на некий закон о дискредитации правительства Узбекистана. Но что это за такой закон, милиционер уточнить не смог. И брат Сафо также указал, что в своей публикации не назвал имен, а высказался о ситуации после того, как предприниматель, бывший хаким, сам заявил, что владеет Magic City. Оказывается, они недовольны этим. Я не знаю, сколько лет Жасуру и какие у него знания в журналистике, но он обвинил меня в том, что я не патриот, и приказал прекратить писать подобные посты. Он также сказал, что он патриот. Когда я спросил совета, на какие именно темы я мог бы писать, он не ответил. Когда он попытался узнать, когда я приеду в Узбекистан, ему почему-то не понравилось, что я попросил у него билет на самолет. Теперь он, оказывается, отправит жалобу в Министерство иностранных дел, написал журналист, отметив, что разговор был записан в студии BBC. Biz patriotmiz, vatanparvarmiz, sen patriot emassan, vatanparvar emassan deb ayblar qo'ygan. Mana shu yetarlidir O'zbekistondagi diktatura rejimiga, ya'ni buning mavjudligiga. Примечательно, что с приходом к власти в Узбекистане Мирзиёева считалось, что журналисты западных изданий являются неприкасаемыми. Ведь новый президент приложил немало усилий для поддержания своего имиджа на Западе как просвещенного и прогрессивного лидера. Однако, по всей видимости, российское влияние в узбекских силовых структурах начинает преобладать, что и начинает проявляться в закручивании гаек по всем направлениям. В свою очередь, это коснулось и журналистов.